эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В Норильске объявили день траура по погибшим под лавиной. В Якутске проходят выборы президента Киргизии. Избирательный участок открыт в Доме дружбы народов. Валроса составили рейтинг интересных событий 2020 года. Подробности в этом выпуске. В Норильске 10 января объявлено днем траура по погибшим под лавиной. Напомню, трагедия произошла на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная». Лавина буквально сметала все на своем пути. 4 туристических домика силой стихии снесло на несколько десятков метров. 2 из 6 удалось выбраться самостоятельно еще до приезда спасателей. Погибли 1,5-годовалый ребенок, его мама и отец. Спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка, который получил серьезные травмы. Следствие сейчас выясняет, кому принадлежали дома на склонах для отдыха и законно ли они были построены. Новая программа госгарантии бесплатного оказания гражданам медпомощи заработала в России. Теперь пациент вправе выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который может обратиться самостоятельно. Направление из поликлиники не обязательно. Стала масштабнее и профилактическая медицинская помощь. Так, с этого года в диспансеризацию, например, включена ранняя диагностика сахарного диабета. Кроме того, в систему обязательного медицинского страхования вошел пересмотр гистологии для безошибочной постановки диагноза. В программу госгарантии включили и тестирование на выявление COVID-19. Правительство установило величину прожиточного минимума на 2021 год. В среднем он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения 12 702 рубля. Для пенсионеров 10 022 рубля. Показатели утвердили на весь год, а не на квартал, как было раньше. Кроме того, с 1 января изменилась методика подсчета показателя. Больше он не зависит от стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а привязан к среднему доходу на человека по стране. Дистанционные мошенники стали активнее. Количество преступлений с использованием средств мобильной связи выросло в 2021 году в Якутске почти на 34% по сравнению с 2019 годом. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Житель Якутска перевел аферистам более 9 миллионов рублей. Мошенники прикинулись брокерами, занимающимися вкладами. В Инстаграме реклама, инвестиции в «Газпром». Решил сделать инвестицию, позвонил им, записали меня, свели с брокером. Начал работать сначала маленькие взносы, потом брокер предложил мне, он внес 50 000 долларов, и я внес. Меня вначале маленькие взносы делал, потом вот заманили на большой. Для обмана дистанционные мошенники используют самые разнообразные схемы. Они могут позвонить и представиться сотрудниками банка или государственных ведомств. Также они находят своих жертв через соцсети и сайты объявлений. Для нашего города поступают звонки от представителей различных банков с номерной емкостью 495-499. Они под различными предлогами, то есть, что якобы совершаются мошеннические действия с их счетами, необходимо обезопасить и осуществить переводы на другие различные счета. Были случаи, что потерпевшим поступали звонки, в том числе с дежурной части Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Якутская. Хотим предупредить жителей нашего города. Не стоит совершать те действия, которые от вас требуют неустановленные лица. За 11 месяцев этого года в одном только Якутске зарегистрировано 1158 дистанционных преступлений. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33,6%. В преддверии новогодних праздников, при приобретении подарков, при заказе товаров из сайтов, инстаграм-магазинах или бесплатных объявлений, таких как Юла, Авито и так далее, проверяйте ресурсы на подлинность. Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не спешите перечислять все имеющие денежные средства незнакомцев. Злоумышленники понимают психологию человека, поэтому стараются сразу получить всю информацию.
Чтобы обезопасить себя от подобных преступлений, нужно быть предельно осторожными. Не совершайте сделок с непроверенными продавцами или покупателями. Если вам позвонили якобы из банка, прервите разговор и позвоните на горячую линию банка. Если вы стали жертвой мошенников, сразу обратитесь в полицию. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. МЧС Якутии продолжает противопожарные рейды. Сотрудники ведомства напоминают, что категорически запрещено использовать для растопки печей бензин, керосин и другие виды топлива и легко воспламеняющиеся вещества. Очень опасно использовать дрова, длина которых превышает размеры топливника, перекаливать печь, оставлять открытыми дверки. С начала года инспекторы провели уже свыше 200 рейдов. В столице республики проходят выборы президента Киргизии. Якутск вошел в число городов, где в день выборов президента Киргизии откроют участок. В список также вошли Москва, Тюмень, Красноярск, Владивосток, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. За пределами Киргизии всего будут работать 48 участков. На досрочных выборах в Доме дружбы народов имени Кулаковского, где проходит голосование, побывала наш корреспондент Агафья Гоголева. Голосование проходит только среди граждан Кыргызской республики с соблюдением всех санитарных норм. Избирательный участок открыт с 8 утра до 8 вечера. Голосует паспортом, проходит идентификацию биометрическую. Получает 2 бюллетеня, один на референдум, другой на выборы, на досрочные выборы президента. Тем самым голосует. Активная помощь, большая помощь поступает от Республики Саха, как от профильных министерств, так и от Центральной избирательной комиссии по Республике Саха. И мы эту поддержку чувствуем, мы очень благодарны. Более 800 граждан Киргизии, проживающих на территории Якутии, смогут реализовать свои избирательные права. Я живу здесь, в Якутске, городе Якутске, более 5 лет. Работаю в сфере строительства. Пришел сюда проголосовать, выполнить свой гражданский долг. Здесь люди добрые, доброжелательные. И сегодня пришли на выборы Родины Республики Кыргызстана, чтобы выбрать достойного президента. По традиции первому избирателю организаторы вручили памятный блокнот и ручку. Такой же набор получил молодой человек, которому исполнилось 18 лет. Это его первые выборы. Сегодня пришел проголосовать за судьбу своей республики, своего народа, своей страны. Я как представитель молодежи, я призываю всех неравнодушных граждан своей республики, чтобы они пришли, подали свой голос за свою страну, за свой народ. Отчизна – это край, где пленится душа. Напомним, на избирательном участке установлены 2 урны. Одна для голосования на выборах, другая для референдума. Так как выборы проходят в период пандемии, разработан специальный алгоритм действий для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты здоровья граждан. Также на месте порядок обеспечивают правоохранительные органы. Агафья Гоголева, Григорий Охлопков, Якутск. Продать крупный бриллиант коллекционеру, обогатить якутские реки и войти в рейтинг лучших работодателей России. Все эти события вошли в список самых заметных для компании «Алроса» в 2020 году. Обо всем по порядку. Ксения Журавлева. 2020 год выдался богатым на события. Среди них не только негативные. В этом году алмазодобывающая компания «Алроса» поддерживала больных коронавирусом, вошла и вышла из кризиса, пополняла запасы рыб в якутских реках. Если в сравнении в 2018 году мы выпускали чуть более 1 миллиона личинок в Вилюйское водохранилище, в 2019 году это количество достигло 1,5 миллиона, то в этом году мы ориентируемся уже на цифру 4 миллиона. География рек у нас расширилась. И в этом году мы в первый раз выехали в район города Ленска проводить эти мероприятия по зарыблению непосредственно на реке Лена. Внимание к экологии – один из приоритетов компании. Поэтому перевод автомобилей на газовое топливо своего рода не только экономия средств, но и забота об окружающей среде. Наглядно показать и доказать, насколько газ лучше привычного для Якутии бензина, смогли участники автопробега из Питера в Мирный в сентябре этого года. Но если машину рассматривать просто как средство передвижения, то, наверное, имеет смысл все-таки подумать. То ли тратить на 1 километр рубль 20, то ли тратить 4,5-5 рублей. Вот эта акция действительно поможет дальше популяризации газомоторного топлива, в освоении нового вида источника для нашего транспорта. Всех с финишем!
Преодолев 1000 километров, участников автопробега погрузили на баржу до Ленска. По-другому из Усть-Кута без неприятных для автомобиля последствий добраться можно, но сложно. И, к слову, о баржах. В прошлом году флот «Русалена» пополнили 2 новых, не самоходных. Их по спецзаказу построили в поселке Самусь Томской области. В 2020 году они выполнили первые самостоятельные рейсы. Перевозили нефтепродукты. Компания заказала новые баржи проекта РДБ 60661. И первый рейс с новой баржой предоставилась возможность сделать мне. По своим параметрам баржа аккуратненькая, длина 88 метров, то есть это получается как одиночное судно. В управлении, в общем-то, сложности не представляет. В этот сложный для всего мира год «Алроса» помогает медикам Алмазной республики. Руководство алмазодобывающей компании направило более 500 миллионов рублей на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. На эти деньги медучреждения купили аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, реагенты для выявления COVID-19. А в Мирлинской ЦРБ даже появился новый современный томограф, помогающий быстрее выявлять опасность для здоровья. Здесь мы видим участки по типу матового стекла. Это пневмония, двусторонняя полисегментарная пневмония, высокая вероятность наличия вирусной пневмонии. Несмотря на все сложности этого года, радует, что к его окончанию спрос на алмазы стал повышаться. А значит, и возможностей для развития и помощи людям станет больше. Почти за год компания выручила с продаж более $2 миллиардов. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Голосование за звание самой необычной скульптуры России продолжается. Напомню, конкурс организовал сервис поездок и путешествий tutu.ru. Основная борьба сейчас разворачивается между памятником тувинской письменности и скульптурой «Комар-хранитель Сибири». Памятник дворнику в городе Якутске сейчас на 6-м месте. Голосование продлится до 11 января. Дать свой голос за одного из претендентов можно в сообществе tutu.ru в социальной сети ВКонтакте. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, не забывайте носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. До встречи в эфире.